Сәлеметсіздер ме достар? Южный кітапхана филиалы сіздердің назарларыңызға Ұлы дала тарихи виртуалдық онлайн саяхат ұсынады. Духовное развитие человека основывается на его связях с его родной землей, культурой и историей. Они являются ориентиром для человека в его жизни. Создание сакральной географии решает не только вопрос духовного обогащения человека, но также отмечает богатство нашей истории, культуры и традиций. Проект «Сакральная география Казахстана» проходит в рамках программы «Рухани жаңғыру». Целью проекта является популяризация исторических памятников и святых мест, укрепление духовных ценностей, которые несут с собой эти сакральные места. В качестве сакральных памятников выступают природно-ландшафтные объекты, такие как священные горы, пещеры, реки, урочища, древние городища, места необычных природных явлений, родовые святилища, курганы и захоронения. На сегодня мы имеем единое сакральное пространство, олицетворяющее собой неразрывную связь каждого поколения, каждого периода истории народа Казахстана и государства. Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи – удивительный комплекс дворцов и храмов, шедевр архитектуры, построенный в XII веке. Мавзолей включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный историко-культурный и природный заповедник музея Улутау является памятником археологии эпохи бронзы. Одной из достопримечательностей самобытной культуры Улутау является целая галерея наскальных рисунков древних художников. С именем Улутау связаны биографии таких исторических личностей, как Керей, Жанибек, Касым, Тауке и многих других. Мавзолей Дамбаул является одним из самых древних сооружений, которым располагает Центральный Казахстан. Считается, что оно было построено еще во времена владычества гуннов и было предназначено для культовых обрядов. В список сакральных объектов Восточного Казахстана вошли уникальное целебное озеро Лаколь, мавзолей Ырғызбай-ата, мавзолей Қозы-Көрпеш Баян-Сұлу, историко-археологический комплекс Берел, историко-археологический комплекс Ақбауыр, историко-культурный комплекс Абая, Жетібай-Барели. Город Тараз – уникальный археологический памятник. До сих пор на Таразской земле сохранились многочисленные следы быта и культуры древних жителей города, глинобитные мазанки простолюдинов, караван-сараи, ремесленные мастерские и многое другое. Мавзолей Айша-Биби – памятник архитектуры XI-XII веков, полностью сооружен из сжженных терракотовых кирпичей и плиток разнообразной формы и размеров. Мавзолей Карахана был возведен в XII веке. В данное время мавзолей Карахана является не только архитектурным памятником, но и действующей мечетью. Жетысу расположен на территории Алматинской области. Имя этой обширной земле дали многочисленные водоемы, 7 крупных рек и более 1000 небольших речек, ручьев. Вся обширная долина красиво обрамляется горами. На востоке это Джунгарский Алатау, на юго-востоке – Тяньшань, многочисленные каменные изваяния и курганы, петроглифы, урочища Тамгалы-Тас, руины древних городищ. Костанайский край также богат святыми местами и историческими объектами. По данным Костанайского областного историко-краеведческого музея, в регионе находится 10 сакральных объектов общенационального значения. В Старокольском районе, недалеко от села Крыловка, находится сакральный объект общенационального значения – мавзолей Батыра Барака Жанузакова. Еще в юности он удостоился чести носить звание Аулие за свои способности целителя и предсказателя. Барак Батыр участвовал в битвах за освобождение казахских земель от джунгарских и калмыцких захватчиков. Своей верной службой Батыр удостоился доверия Аблай-хана. Уже более 2 веков могила Барака Батыра является местом ежегодного паломничества. В 1996 году был торжественно открыт обновленный мавзолей. В нем находится каменная плита с надписью на арабском языке, сохранившаяся еще со времен захоронения Барака Батыра. В комплекс памятника входит также колодец и домик для паломников.
Мавзолей Жауке Батыра – сакральный объект общенационального значения. Мавзолей был построен из дикого камня по инициативе потомков Батыра в 1995 году. Расположен в живописной долине в округе города Аркалыка на возвышенности рядом с культовым памятником Екатерины. Жауке Назаргул – знаменитый батыр, участник народно-освободительного восстания первой четверти XIX века, военачальник и ближайший соратник Кенесары хана. В памяти народа Жауке Батыр остался как справедливый и мудрый воин. Его имя упоминается в исследованиях известного историка Ермухана Бекмаханова «Национально-освободительное движение казахского народа под предводительством Кенесары Касымова». Яркий образ Батыра раскрыт в романе, трилогии писателя Ильяса Есенберлина «Кочевники» и поэме «Ворон» Акына Нурхана Ахмедбекова. Мавзолей Сатыбалды Ишана Габдуллалы – один из наиболее выразительных памятников казахского мемориально-культового зодчества Тургайского региона. Двухкупольный мавзолей сооружен в 1899 году старшим сыном Сатыбалды Ишана Мырза Ишаном, расположен на старинном кладбище села Амангельды. Это сакральный объект регионального значения. Сатыбалды Ишан был одним из просвещенных богословов своего времени. Он учил своих земляков не только основам ислама, но и многим житейским мудростям, которые постиг за долгие годы странствий и жизни на чужбине. После смерти Сатыбалды Ишана стали считать святым человека. Поклониться могиле святого, попросить его об исцелении более 100 лет шли и продолжают идти люди со всей округи. В мавзолее захоронены также сын Сатыбалды Ишана Файзулла и близкий друг Омар Калпе. Казахстан – уникальная страна с особой географией расположения и богатейшей историей, своим культурным кодом. Сокрытые под сенью эпох строения являются настоящими духовными святынями. Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за свою родину, свой народ и страну, свою землю и историю. И нам сегодня стоит помнить о прошлом, знать настоящее, чтобы построить светлое будущее.